Ежегодно Почта России вводит новые виды оказания услуг. И для улучшения качества обслуживания населения в нашем регионе еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России Дмитрием Страшновым было подписано соглашение о взаимодействии между федеральным почтовым оператором и республикой. У меня как главы субъекта нет ни нареканий, ни замечаний. Есть полное взаимодействие с вашими подчиненными. Что же более, есть здоровая инициатива снизу в этом плане. И я, по крайней мере, за 2 года, если так вспомнить, не видел особо жалоб населения в работе почтовых работников. Сами почтовые отделения в своем большинстве за последние 3 года приведены в соответствие с нормами, но есть те почтовые отделения, которые требуют, конечно, не только капитального ремонта, но и, наверное, сноса и построения новых почтовых отделений. Почему? Потому что находятся в приспособленных помещениях. Должен отметить, что действительно я высоко ценю отношения, которые сложились между нашими коллегами и руководством администрации республики. Это действительно для нас в определенной степени, наверное, является таким хорошим показателем и, наверное, примером для всех, не только Кавказских республик, и многих других республик, других регионов, которые удалось объехать. Это взаимопонимание, это поддержка, это действительно участие в жизни Почты России. Ну и, соответственно, Почта России тоже старается здесь оставаться на уровне и в том числе достойно оказывать весь спектр социально значимых услуг, да, и, в общем-то, быть достаточно активным игроком социальной и политической жизни республики. Соглашение дало свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели 3-этажное здание нового управления, которое отвечает всем современным требованиям. И здесь предусмотрены все удобства как для абонентов, так и для сотрудников. В здании 3 этажа плюс подвальная зона. За последний месяц к объекту были подведены все коммуникации и проверена их исправность. Дело осталось за малым – провести внутренние отделочные работы и установить необходимую технику. По словам рабочих, оборудование и мебель уже закуплены. Теперь они ждут монтажа и установки. Строительство начато в 2016 году, в прошлом году в ноябре месяце. Выполнены все техэтажи, выполнены подвальные помещения. В принципе, ведутся все отделочные работы, подведены все коммуникации, инженерные сети. Но в основном осталась только отделка. Все кровельные работы, все работы закончились. Остались отделочные работы и осталось благоустройство. Но так как погода вносит свои коррективы, у нас благоустройство будет немного оттягиваться из-за дождей. А в основном все сделано согласно всем правилам СНИПа и ЕНИРов. То есть, соответственно, все четко и правильно. Подрядная организация, которой и велось строительство объекта, ручается за качество всех работ. И считает, что главное – ответственное отношение к своему делу. Открытие объекта запланировано на 15 июля к 25-летию республики и Дню Почты России. Уже очень скоро все эти пустые кабинеты займут сотрудники отделения. С правой стороны у нас будет располагаться почта-банк, там же будет банкомат. То есть люди могут оплатить счета там за свои жилищные, коммунальные услуги и так далее. На 2-м и 3-м этаже, а также в техническом подполье планируется размещение сотрудников управления Федеральной почтовой связи. В старом здании управления Почты России не было всех необходимых удобств. Отсутствие складских помещений, места для информационно-вычислительного центра. Здесь же площадь нового объекта позволяет не только решить эти проблемы, но и с открытием нового здания управления штат ведомства будут расширять. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.